Добрый день. Приветствуем вас на торжественной церемонии запуска волоконно-оптической линии связи «Вилюйский экспресс» оператора Ростелеком и сети сотовой связи 4-го поколения оператора МТС. В торжественной церемонии в режиме телемоста принимает участие в городе Якутске глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев, председатель Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия Петр Васильевич Гоголев, заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Кирилл Евгеньевич Бычков, директор филиала Саха-Телеком публичного акционерного общества Ростелеком Константин Леонидович Войтыховский, технический директор филиала публичного акционерного общества МТС в Республике Саха-Якутия Роман Юрьевич Филиферов, в муниципальном районе Верхневилюйский УЛУС министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха-Якутия Анатолий Аскалонович Семенов, глава муниципального района Верхневилюйский УЛУС Владимир Семенович Паскачин, в муниципальном районе Нюрбинский район глава муниципального района Алексей Михайлович Иннокентьев, в муниципальном образовании Вилюйский УЛУС первый заместитель главы Иван Иванович Евсеев. Слово имеет глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Доброе утро, дорогие друзья. Я рад приветствовать сегодня из Якутска жителей наших вилюйских районов Нюрбинского, Верхневилюйского и Вилюйского, которые сегодня на самом деле отмечают поистине историческое с точки зрения развития технологического события, приход волоконно-оптической связи, приход сотовой связи формата 4G в наши вилюйские районы. Я хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить руководство Ростелекома за беспрецедентно серьезный проект «Вилюйский экспресс», который реализован в абсолютно исторически, наверное, короткие минимальные сроки. В мае этого года стартовал этот проект, и сегодня с двух сторон, со стороны Вилюйска, со стороны Мирного, началось строительство, и сегодня оно завершено. 650 километров волоконно-оптической линии связи построено, и сегодня мы можем сказать, что благодаря этому проекту уже 79% населения нашей республики получили доступ к получению информации в современном уже стандарте. Развитие современного интернета – это требование времени, это уже не та блажь, которая она была еще несколько лет назад. И я очень рад, что сегодня наши вилюйские районы уже смогут влиться в мировое информационное пространство. Благодаря этому проекту будут реализовываться новые проекты, в том числе IT-проекты на территории этих районов. Я уверен, что это даст возможности развития для бизнеса, в том числе в сфере IT-технологий. Я также хотел бы выразить признательность МТС за то, что, опять же, в очень короткий срок уже сегодня 7 крупных населенных пунктов Вилюйской зоны получили возможность, получили сотовую связь формата 4G. До конца 2019 года еще 6 населенных пунктов крупных будут уже работать в этом стандарте. Это тоже абсолютно понятное и абсолютно важное требование сегодняшнего времени. Я, пользуясь случаем, еще раз хочу поблагодарить руководителей районов Верхневилюйского, Вилюйского, Нюрбинского с этим знаменательным событием. Уверен, что вы сможете на местах полностью организовать работу для того, чтобы максимальное подключение наших населенных пунктов к волоконно-оптической связи было, чтобы появлялись новые компетенции, в первую очередь в области IT-технологий, на которые наша республика будет делать очень серьезную ставку в будущие годы. Еще раз всех с праздником. Начинаем церемонию запуска волоконно-оптической линии связи «Вилюйский экспресс» оператора Ростелеком. Слово предоставляется директору филиала Саха-Телеком публичного акционерного общества Ростелеком Константину Леонидовичу Войтыховскому. Доброе утро, Айсен Сергеевич. Приветствую вас, уважаемые участники, уважаемые зрители нашего прямого эфира. Я рад присутствовать на сегодняшнем мероприятии, посвященном торжественному запуску ВОЛС
в западной части республики по проекту «Вилюйский экспресс». Отмечу, что мы с нетерпением ждали этого события, ведь перед нами стояла непростая задача, но мы уверенно реализовали этот проект. Всего за 8 месяцев было проложено более 650 километров волоконно-оптических линий связи. Охвачено 22 населенных пункта. С приходом оптики теперь более 53 тысяч жителей республики получат доступ к высокоскоростному интернету. Также открывается возможность для бюджетных учреждений, бизнеса получить полный спектр всех телекоммуникационных услуг. Благодарю правительство Республики Саха-Якутия, Министерство цифрового развития, глав муниципальных образований за результативный труд, поддержку и сотрудничество. Я уверен, общими усилиями мы сможем добиться обеспечения каждого жителя республики качественной интернет-связью. Уважаемый Арсений Сергеевич, прошу разрешить запуск ВОЛС «Вилюйский экспресс». Министру инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха-Якутия Анатолию Аскалоновичу Семенову. Уважаемый Арсений Сергеевич, уважаемый Петр Васильевич, приветствую всех из Верхневилюйского УЛУСа. Сегодня действительно большой праздник во всей республике. Сам лично сегодня проверил скорость. Скорость отличная. Ведем прямой эфир в Инстаграме. Как сказал Арсений Сергеевич, у нас 157 населенных пунктов подключено к оптоволоконным линиям. И мы не намерены на этом останавливаться. Мы пойдем в каждый наследок в Нюрбинском, Сунтарском, Верхневилюйском районах. И также будем продолжать в других районах подключать оптоволоконные линии. Планы у нас большие, где-то до 84% населения мы в ближайшее время подключим. И, конечно же, я тоже от лица министерства хотел бы поблагодарить ПАО Ростелеком, МТС за то, что вот такую огромную работу провели. И на самом деле уже доказано, что приходом оптоволоконных линий в РП каждого района растет на минимум на 5%. Это и товарооборот растет, заказы на интернет, это медицинские услуги, это наше образование дистанционное. И по указу главы мы будем открывать 17 улусных IT-центров, и вот в наших районах, где есть оптика, мы тоже будем открывать. Поэтому всех поздравляю, спасибо большое за огромную работу. Начинаем церемонию запуска сети сотовой связи 4-го поколения оператора МТС. Слово предоставляется техническому директору филиала публичного акционерного общества МТС в Республике Саха-Якутия Роману Юрьевичу Филиферову.
Уважаемый Александр Сергеевич, уважаемые участники мероприятия, добрый день. Сегодня мы запускаем высокоскоростной мобильный интернет 4G сразу в 3 районах – Нюрбинском, Верхневилюйском, Вилюйском. Это означает, что почти 70 тысяч жителей смогут воспользоваться всеми преимуществами мобильного интернета и возможностями всемирной сети интернет. Сегодня доступность мобильного интернета это неотъемлемая часть любого современного человека. Значит, мы, строя сети 4-го поколения, продолжим укреплять фундамент для дальнейшего развития бизнеса и цифровой инфраструктуры районов и республики в целом. В будущем мы планируем не останавливаться на достигнутом, развивать сети 4-го поколения, улучшать качество сети в республике. Уважаемый Александр Сергеевич, прошу разрешить запуск сети 4-го поколения. Запуск разрешаю. Verify ready to count, go for launch, say go and over. OTC, go. Слово предоставляется главе муниципального района Верхневилюйский Улус Владимиру Семеновичу Поскочину. Уважаемый Алексей Сергеевич, уважаемый Петр Васильевич, уважаемый Константин Леонидович, и все присутствующие, меня кто слышит, я очень рад, и от имени всех верхневилюйцев выражаю огромную благодарность всем вам за то, что наш район тоже вошел в число тех районов, у которых есть ВОЛС, то есть мы будем шагать вместе со всеми в наше прекрасное будущее. Потому что без интернета, без новых технологий сейчас современный человек не может жить. И наши дети, чтобы не отставали в развитии, и чтобы наш ВУЗ не отставал от других, этот факт, то, что ВОЛС к нам пришел, это очень большое значение имеет. И хочу заметить, что недавно мы с Константином Леонидовичем встречались и заключили соглашение о том, чтобы все другие наслега тоже имели доступ к ВОЛСу. Мы про это уже соглашение подписали, и каждый год будем, за 3 года мы должны это успеть сделать. И еще раз всем вам огромное спасибо. Слово предоставляется главе муниципального района Нюрбинский Улус Алексею Михайловичу Иннокентьеву. Уважаемый Алексей Сергеевич, Константин Леонидович, дорогие коллеги, от имени населения, общественности, молодого поколения Нюрбинского района, разрешите поздравить с большим праздником вводом эксплуатации проекта большого Вилюйский экспресс. Так что у нас появилась возможность в этом году, в начале нового года, идти ногу со временем. Будет реализовываться большие прорывные проекты, в частности в Вилюйском регионе, в Нюрбинском районе. В начале 2018 года я хочу отметить и выразить благодарность компании Ростелеком. Подписали соглашение. В этом году мы должны полностью обеспечить скоростным интернетом во все населенные пункты Нюрбинского района. Еще раз своих коллег, глав районов, жителей Верхневилюйска и Вилюйского района с большим достижением, с праздником. Слово предоставляется первому заместителю главы муниципального образования Вилюйский Улус Ивану Ивановичу Евсееву.
Арсений Сергеевич, уважаемые друзья, от имени всех жителей Вилюйского района мы сердечно поздравляем всех, кто сегодня присутствует в этот торжественный день. И мы очень рады, что 2019 год началась именно этим торжественным днем, что наш район приходит высокоскоростной интернет, ВОЛС. Так что мы очень рады и говорим свои слова благодарности нашему руководству нашей республики, руководству Ростелеком и руководству компании МТС. Спасибо вам большое. Всем удачи! Уважаемые участники, Көндө доғыттыр, білі умнағын олықтақтыры, бұқа барағытын дөссі түгіл бүйіңі өріләқ көңінен ететігі сенік ғадеребін көңілен, бұл бәкке бары көрін тұрабыт, бұл аптавалықын өкәлен, кәндекі ұйдарға, күннерге, білі ұлыстарын хайдылыра бәрттік түргендік барға дегенігін, оны IT технологиялары бағыланыр көйләнер, инекі барыға көмін остуақтары деймін, білі ұлығын, Үйәбіл ұлығын, нүрбол ұлығын жонын әргетін дөсі түгіл итетігі сенлік ғадилепін барабын, оны тоқ бар үтіні жол хоргыны бағарабын. Уважаемые участники, поздравляем всех и заканчиваем торжественную церемонию запуска волоконно-оптической линии связи «Вилюйский экспресс».